Как сообщает телеканал Life News, иконы обнаружил в вещах своего покойного друга Сергея Ксютчик. Месяц назад некий Иван Шервашидзе, задумав проститься с жизнью, оставил завещание, в котором просил друга вернуть иконы в Абхазию. Перед смертью бизнесмен написал, что иконы были захвачены в 90-х годах во время войны в Абхазии. Впоследствии он выкупил древние реликвии и хотел их передать Государственному музею в Сухуми, но не успел. Иконы, утверждают ученые, представляют собой историческую ценность. На одной из них изображен святой Георгий Победоносец, а на второй – архангел и один из представителей княжеского рода Дадиани. В Министерстве культуры Абхазии находки обрадовались. По словам заместителя министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батала Кобахия, иконы уже переданы соответствующим органам для возвращения на родину. Остается сделать еще достоверную экспертизу и подготовить определенные процедуры. И даже если они не являются оригиналами, для нас это будет бесценным даром, считает Батал Кобахия. В соответствии с договором Абхазии и России есть соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Абхазии. И вот там, в соответствии с статьей 6, есть порядок возвращения культурных ценностей той или иной стороны, если они были вывезены или выкрадены незаконным образом. Как раз вот эти работы, они входят в эту категорию. Разумеется, это вот необходимо какое-то время. Они сейчас находятся в сейфах в России, но вот наше посольство занимается этим. Когда все процедуры будут пройдены, они нам сообщат, каким способом эти работы будут возвращены в Абхазию. Но самое приятное, конечно, из всей этой истории, если все это соответствует тому, как это было, это то, что вот впервые, это первая ласточка, когда культурные ценности, вывезенные во время войны из Абхазии, вот таким образом, но еще не вернулись, но могут вернуться. Остается надеяться, что когда-нибудь и другие исторические ценности, вывезенные во время войны, вернутся в Абхазию. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение.